بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين وصلى الله تعالى وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. Сегодня мы поговорим об очередной ереси ваххабитов, которые они пудрят мозги нашей молодежи, не дают разобраться, не объясняют полноценно. А именно вопрос будет касаться азкаров, зикров, читаемых между таравих намазами. То есть это ас-саляту джамиа, ля хауля ва ля куввата илля билля и так далее. То есть общеизвестные зикры, да. Однако, несмотря на то, что это зикры, поминания Аллаха, ваххабиты говорят, что это нововведение и что это запрещено. Чтобы вы понимали, это те люди, которые во время пятничной молитвы, когда мы до пятничной молитвы совершаем сунна намазы, они просто сидят, ничего не делают или просто читают дуа, то есть с убеждениями, что эти сунна намазы бид'a. Мы прекрасно знаем об их убеждениях. Также и во время таравих намазов, когда все коллективно читают дуа, они просто сидят и молчат. До того, как ваххабиты называть что-то бид'ой, вы должны изучить этот вопрос, потому что это очень обширный вопрос, где мнения ученых разнятся. Нет одного единогласного мнения в этой теме. Есть два общеизвестных подхода в наше время к этой теме. Первый подход – это очень узкий подход от меканцев, ваххабитов, нынешних псевдосаляфитов, который гласит, что все новое, что не делал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, является бид'ой, нововведением. То есть они привыкли, да, все новое, что движется в их поле зрения, они называют бид'ой. Даже не смотрят, есть в этом благо, есть ли основа в шариате и так далее. Второй подход, более обширный, от более дальнозорких и великих ученых, то есть таких как имам Шафи, это саляф, имам Навави, это общеизвестный ученый, который признанный всем миром, даже ваххабитами. Они говорят, если в этом новом деле есть благо, основа в шариате, нет противоречий шариату, то мы не запрещаем это. И также такой ученый, как Ибн Хаджар Хайтами. Именно ему был задан вопрос об этих зикрах, читаемых после таравих намазов, и он ответил таким образом. Если они читаются с убеждениями, что так делал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, что есть достоверный хадис относительно этих аскаров, то это бид'a. Это мы тоже признаем, потому что мы не читаем их, говоря, что так делал пророк и так далее. Потому что даже таравих намазы коллективно были узаконены только после смерти пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, Умар бин Хаттабом, вторым праведным халифом. И Ибн Хаджар Хайтами далее говорит, однако если они читаются, эти зикры, с убеждением, что это в общем дозволенное поклонение, то есть это далиль ам, что у этого есть основа, то в этом нет ничего плохого. Где основа этих зикров, читаемых между таравих намазами? Это поминание Аллаха. Поминание Аллаха является сунной, да? И никто не может подойти к вам и запретить вам это. Потому что поминание Аллаха дозволяется в любое время, в любом месте, в любом положении, как и сказано об этом в Коране. То есть с этим вопросом мы разобрались и поняли, что вот эти зикры, аскары, читаемые между таравих намазами, являются сунна и в общем, да, как поклонение именно в этом ключе, а не в том ключе, о котором там говорят ваххабиты, что так не делал пророк и так далее. Да, мы тоже это признаем, но мы читаем эти зикры, потому что в этом есть благо, в этом есть вознаграждение и с другими убеждениями, а не с теми, о которых вы говорите. Далее давайте поговорим о названии таравих намазы, от чего произошло это название, откуда оно происходит. Происходит оно от слова таруиха, отдых. Потому что сподвижники между этими намазами отдыхали. Допустим, табиины после определенных там количеств таравих намазов отдыхали, совершая таваф вокруг Каабы, поминая Аллаха и так далее. Узнав об этом, в Медине сказали мединцы, что мекканцы опередили нас в благом вот этим вот делом. И нам тоже надо чем-то заполнить вот эти пробелы между таравих намазами, ведь мы тоже усердствуем в получении вознаграждения. Таким образом, хоть у нас и нет Каабы, чтобы отдыхать, совершая таваф, мы отдыхаем, читая вот эти вот зикры. Минута, 2-3 читаем эти зикры, отдыхаем и совершаем дальше наши таравих намазы. А что делают ваххабиты? Они говорят, не поминай Аллаха таким образом. Это запрещено, это новшество, то есть отвращают нас от поминания Аллаха. Что говорит Аллах о таких людях в Коране? Аста'иду биллях. В суре Бакара, в 114 аяте Аллах говорит: «Ваман азламу мимман мана'a масаджида Аллахи ан юзкара фиха смуху». Кто может быть нечестивее, хуже, несправедливее, самым злостным человеком, чем тот, кто запрещает поминать Аллаха в мечетях? То есть таким образом, о ваххабиты, до того, как спешить наговорить на кого-то,
до того, как спешить давать такие серьезные ответы, называя что-то бид'а и запрещая какое-то поклонение, отвращая людей от поклонения, вы 100 раз должны подумать и досконально изучить этот вопрос. Пусть Аллах избавит эту республику от такой чумы, как ваххабизм. Пусть Аллах наставит вас и нас. Пусть Аллах примет наши посты, наши поклонения. Альхамдулиллахи Раббил Алямин.